Из 400 дел, в общем, 34% это дела по наркотикам. То есть треть всех уголовных дел, более 170 дел, эти наркотики, это дела о незаконном обороте, ввозе, сбыте, посеве, хранении наркотических средств. И что касается пожизненных сроков, были 2 приговора, не один, это в отношении Мамедова и в отношении Буриева. Что касается Мамедова, тогда нормативно-правовая база УК позволяла применять пожизненное лишение, а УПК ей не соответствовал. Соответственно, приговор был изменен на 15 лет лишения свободы. И недавно буквально мы тоже публиковали информацию, в отношении гражданина Таджикистана было вынесено пожизненное лишение Сухумским городским судом Буриев. Но в суд кассационной инстанции были представлены документы о наличии у него малолетнего ребенка, и данное обстоятельство является смягчающим, и, соответственно, наказание было заменено на 15 лет со штрафом, с крупным штрафом в отношении него. Поэтому в настоящее время пожизненное лишение свободы, никто не отбывает наказание в местах лишения свободы за наркотики. Есть у нас несколько лиц, которые отбывают наказание за тяжкие, особо тяжкие преступления, но по наркотикам ни пожизненных, ни смертной казни у нас нету. Смертная казнь только на исполнение мораторий, но назначать мы ее можем.